Ассаламу алейкум, ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, коноктор, мекендештер, замандаштар, кандайсыздар? Кутмандуу кечиңиздер менен. Биз кечке маал, кечке жуук, буюрса Чүй облусунун Москва районундагы Беловодский айылына келдик. Бүгүн биз сиздерге сатыкка эмес, таза, ушундай арашан асыл тукум койлор менен алектенген Олег байкөбүздүн короосуна келдим. Бул жер Чакан асыл тукум арашан чарбасы деп да атап койсок болот. Бул жака келдим, дароо сездиңиздер окшойт. Сиздер дагы асыл тукумдуулукка өтүп, сандан сапатка өтөйүн деп жаткан болсоңуздар, мына ушул корооду көрүп, жаккан болсо көзүнүн астына кысып эстеп коюңуздар. Убагы келсе, же болбосо жаккан малыңыздар болсо сатып алып калышыңыздар мүмкүн. Же болбосо асыл тукум чарбасын түзөйүн деп атсаңыздар, балким булагабыздан да сиздерге пайдалуу кеңештер болуп калат. Мен келдим. Азыр булагамды кепке тартайын. Сиздер менен ушул чарба тууралуу кыскача маалыматты беребиз. Олег байке, держите микрофон. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вас увидят мои подписчики. То есть интересующие арашана. Сначала вы говорите о себе, прежде чем снимать ваше хозяйство. Я Олег Ботвин. Звать меня Олег Ботвин. Вот увлекаемся баранов, держим, разводим, пытаемся, совмещаем хобби с прибылью, так сказать. Немного доходами, да? Да, с немного доходами. Ну, увлекаемся этим делом. Вот такое дело. Вот пошел, пойдемте посмотрим. У вас племенное хозяйство, да? Ну, стараемся, да. Стараемся. А почему выбрали именно племенную сферу, а не откормочную или мясную направление? Ну, я не знаю, почему. Ну, племскот нравится. Ага. Раньше держал племскот, коровы, вот сейчас как-то баран нравится. Вот сейчас баранов пытаемся разводить. Тогда покажите свой хороший баран. Да, давайте, хорошо, пойдемте посмотрим. Сначала от этих клеток начинаемся. Вот, например, Birinci клетка тулганда. вот это вот сидит рыжий качкор. Качкор еще 3 года нету. Ого, 2,5 оказывается? Да, примерно 2,5, 2,6 ему возраст. Вот дал ему пока одну молодую матку, один раз катилась. Первокотка, то есть, да? Да, вот сейчас будет этот с нарциссом. Нарцисс его звать, кличка. Давай, можно, да, зайти? Можно зайти, да. Показать качкора, матку. Это нарцисс, да? Это нарцисс. 2 жаш 6 айлык кочкор. Это чья линия или чей сын? Чей сын? Это линия Аюб Такмак. Известный селекционер. Да, это у меня и качкуры оттуда, и матки оттуда. То есть у вас в основном хозяйство от Аюба, Да, Аюбской у линии. меня в хозяйстве Аюбская линия. Да. В частности, вот этот качкорик тоже был взят у Аюпа сосунком, с маткой. Вот вырос сейчас в моем хозяйстве. Это чисто от вашего хозяйства, да? Нет, это от Аюпа. Нет, он на вашем хозяйстве рожден. Нет, он в 3-дневном возрасте взят был у Аюпа. Покупали вы, да? Да, чисто. с маткой. Это кочкор, оказывается, чисто от аюбского хозяйства, от аюбского сарая. Да, они все качкоры у меня от аюбского сарая. Все. Вот эта матка у меня рожденная уже. Это чисто ваше хозяйство. Да, это от аюпа качкуров. Вот и аюбские матки. Матка молодая. Так. Этот по росту сколько он? Кочкор? По росту мы точно его не замеряли. Да, он сейчас больше метра или как? Он больше метра, да. Он не откормочный сейчас. В рабочем состоянии. Он, да, в рабочем состоянии. Обычное вот у него вот такое состояние. Он не жирный. Вот, но он больше метра. Если откорм ему дать, то это будет другой результат. Да, он параметр кочкора очень хороший. Да. И взгляд тоже, и чистота тоже очень хороший кочкор. Да. И хорошую матку тоже дали. Да. Перейдем на следующий. И забыл. Уже со скольки лет занимаетесь? Ну, относительно недавно, я думаю, занимаюсь. Я 8 лет занимаюсь, увлекаюсь этим делом. Вот. Тугандар, бұл сарайда тазалық өте күшті екен. Сейчас вот это вот Бақылаумен келдік. загон ярочки.
Загон. Ярочки, да. Это яркий, да? Это ярочки, да. О, Ярочки тоже. 4 месяца. Есть двойни, в основном тут двойняшки. Вот одиночка, вон там одиночка, одна мощная сразу. Вот, вот это, да? Рыжая. вот рыжая, да, вот одиночка. Чалгыс. Остальные двойня, что А ли? остальные двойни, да. Алған егіздер екен. Да. Вот эти ярочки, Она это очень костяшная. Мне понравилась она. Все понравились, но больше она понравилась ну, мне. одиночка. Одиночка, да. Поэтому. Но у них экстерьер, параметр тоже очень хороший, Она взгляд мощная тоже. будет, да. Как кочкор выглядит она. Да, она мощная, мощная. Те тоже, они рослые, они свое возьмут в свое время ярочки. Они на ножках высокие, по Это- костяку они хорошие. Чья дочки? Это от моих маток, дочки, Отец? матки аюбские, Матка аюбский. качкоры аюбские. Это у меня рожденные ярочки в моем хозяйстве. Это ваше хозяйство, то есть. Да, 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 да. Это отец их, Отец их нарцисс. то есть тот кочкор, да? Вот тот рыжий качкор, которого сейчас мы только что смотрели. Кочкор очень хороший, если такие потомки дает. Да, да, да. Мне понравился. Ценный кочкор. Держите его. Хороший кочкор. Ата даңқы менен қыз өтеді, же қыз даңқы менен ата өтеді дейді ғой. Тамаша сөз туғыздар. Ата даңқы менен қыз өтеді. Кейде қойлардың сферасында мына төлді өте жақсы берген болса, қочқор жақсы өтеді. Здесь кочкорики, да? Худые, но очень симпатичные кочкорики. Качкорики, они костлявые у нас просто. На ножках высокие. Но тут тоже двойные. Егіздер көреген. Курдюки у них, что характерно, аюбская линия, курдюки небольшие, курдюки не висячие. Замечаю. Да, курдюки с разрезом. Ну, сейчас у них маленький курик, но в свое время придет, они очень стоячие, зеркальные курдики Да, будут. да, в этом. Вот они, очень хорошие курдики, вот они. Вот Вот, сейчас мы покажем одного качкорика, курдюк. вот это. Вот это, да. Вон Вот тут. этот вот пополам, курдючок. Они просто, им время придет, они свой вес наберут, свою массу наберут. Костяк Они у что, них поздно спелые? Они поздно спелые, да. Поздно Кеш спелые. четлеткен туғанда. Да, да, да. Хыш-хыш-хыш-хыш. Хыш-хыш-хыш-хыш. Есть одиночки вот тут, а есть двойня, А сколько двойня здесь? да. Двойня вот тоже сколько, ну, 4 пары, наверное, примерно. 3 пары. 3 пары двойни, и так вот поодиночке там пару качков. Мгм, ладно. Вот тут опускаю тоже сизу. Буду пробовать. Сизого кочкора будете пробовать, Сизый да? качкор, Да, да, да. Молодой, ему вот эти- Сизый кочкор, молодой, два зуб. Да, да. Екі тишеген. Вот. Пустил мне также 2 переярки, одну матку дал. Матка и переярки. Да, и 2 Переярки, да? Да, То есть не первокотки. это, да, не рожавшие еще. Не рожавшие. Туйлеген, бірақ тоқтылар екен. Это по-крышке будет тоқту. Да. Возможно, знаете, да, эту сферу? Качкорик сизый вот уже. Мне красота нравится, экстерьер, на ногах высокий, ножка хорошая. Рослый кочкор. Да, ушки, чистота мне его нравится. Вот, он еще молодой, растет. Посмотрим, что получится. Осенью будем смотреть, наблюдать. И вы к нам в гости приходите, если что, заглядывайте. Ну, смотрите тогда. Да, да, Я в этой осенью, я буду на всех хозяйствам. регионах буду, да? Да-да. Все хорошо, можете тоже Это приходите. кочкор мне тоже по параметру, по взгляду понравился. Да, да. Шея, спина тоже длинная, уша, голова. Он симпатичный. Он симпатичный. На себе очень хорошо выглядит. Да. Да. Ну, тогда будем смотреть его потомки, да, осенью. Да, будем смотреть осенью его потомки. Смотрим. Пойдемте дальше. У вас компактное хозяйство. Да, у меня хозяйство небольшое. А маток много нет. Ну, компактное хозяйство. Да, да, да. Племенное хозяйство. Маток много нету. Ой, мына ене қойларға да жеттік. Қораудың көркін ашқан ошо қойлар. Ну, как-нибудь зайдем. Да, сейчас мы зайдем.
Ого, мына туғанда тазалық. Мына сындай қорау болса барбыз да. Их давно строили, да? Вот это Нет, все недавно. компактно, чистое у вас. Мы недавно, мы год назад примерно вот это сделали, все стараемся тоже для себя делаем. Люди приходят, смотрят, чтобы было все красиво и для себя, и для людей. Сердца вашего хозяйства, да, они? Да, Да. да, тоже. Вот это какая матка? Очень, то есть рослая, ну, костячная. Они вот тут у нас не сильно жирные, потому что мы отделили только после ягнят. В этот год большинство было двойни. Пока что в этом времени они худые, да? Да, в этом времени они сейчас... Через месяц они Да, по-другому станут. да, а так матки рослые, на ногах высокие. Ага, очень хорошие матки у вас. Сколько поголовья у вас маток? Ну, поголовье маток у нас сейчас по всем загонам собрать с ярочками, наверное, до 15 будет у нас с переярками. В этот год прибавится чуть-чуть. Все вот такие уши, да? Уши, Именно да. аюбские, они очень длинные уши. Аюбские линия, да, вот поэтому мне этой породы, этого направления нравится чистота спины, уши, высота ног. Насколько я слыхал или знаю, чисто аюбская линия, они очень костячные и длинноухие, да, оказывается. И длинные они сами по телу. Сами длинные, на ногах высокие, вот эти все параметры, вот эти все черты животного мне поэтому понравились, поэтому я выбрал эту линию. То есть длинноуших разработал отец Аюба, говорят. Многие. То есть он начал. Отец его начал, говорит. Uzun құлақтыларды Айып Мұрзаның атасы баштаған дейді туғандар. Ұзартып. Селекция ошодан келіп шыққан деп ұғам мен. Анан мұны башқа селекциядан ұғып қапы болбаңыздар. Мен ұққан нәрсем айтып отырмын. Бәлкім мен тура емес маалымат айтып отырсам, мен номеріме чалып тұрып айтып қойсаңыздар болады. К примеру, вот есть вот 6 месяцев ярочки. 6 айлық тоқты. Вот это 6 месяцев. Она чё? Очень рослая и большая. Она одиночка, вот она, и вот там еще вон тоже. Қойда елі олып кетті тұрғын мұны. Біздің қойлардың алдында чоң болып қалды мұны тоқты. Вот это 2 6-месячные ярочки. Они рослые, одиночные. Вот. И вот это тоже молодая матка, она один раз принесла. Вот она Вот, что ли? Она первокотка что ли? Первокотка, и она двойня. Вот это, да. Егіз туып тұр бірінші. А вот это рыжая. Вот эта рыжая, нет, они все относительно, тут одна-две есть такие взрослые матки. Очень яркая рыжая, да? Да, а так Ярко-рыжая. Вот, они зрелые матки все. Вот это тоже один раз принесла. Первокотка. Это первокотка, да. Она еще Один из крупных маток. развиваться, расти. А что он Вот как она, кочкор горбоносый? Да, да, да. Он ведет себя как кочкор вот этот. Вот эта матка, Она как я мощная, замечаю. она мощная. Мощная матка и худая оказывается, да? Ну, они, да, относительно все. Сильно жирных я не стараюсь держать, потому что они у меня тут в загонах живут, пастбища нету. Поэтому Нет. я не стараюсь сильно жирных. Вот эта матка мне понравилась. Я считаю, она тоже одни из крупных маток в Кыргызстане. Ну, по взгляду, посмотрите, у нее длинная шея, горбоносая. И вот, широкая она сама тоже. Да. И курдюк, как кочкорский курдюк. Вот смотрите, вы сами замечаете, да? И походка тоже как кочкор. Да. Мне понравилось. А она... Чья дочка вообще-то? Если она то есть первокотка? Вот его мама. По Вот матери- это, что ли? По матери, да, это ее А, мама. она Инесикин. Мама тоже только что Инес. откормила двойню в этот год. То есть от хороших маток можно взять еще лучших, да? Она, да, она вот уже выше мамы. Да. Хоть первокотка, уже выше мамы. Вы взяли от селекционных путях, да? Так хороших. Ну да, мы стараемся, любим красоту, поэтому вот сами управляемся. Вот туғандар. Смотрим. Селекцияның пайдасы мына енесінен қаншалықты күшті екені көрініп тұрады. Все ваши аюбской линии, да? Это все аюбская линия, все по маткам и по качкорам у меня все аюбская линия. Здесь ваши не бридинги, да? Нет, это Строго следуете за отцами, за мамами. все отцы, матери, это все именно от аюбского двора, Да. со двора аюб. Ну, некоторые могут понять, что они, одна кровь могут понять. Они всегда, везде, они кровь поменяют всегда они. Да, мы за этим следим. Мы
тоже мы селекционируем, за этим делом смотрим, качкоров меняем. Имбридинга нету, да, у вас? Инбридинга нет, нету Ну, хоть от аюбской линии, ну, от аюбского хозяйства, но линии другие, оказывается. Да, там разные линии. Материнско-отцовская линия по-любому другая. Да, да, по-любому другие. У меня 3 качкора, вот, они разные крови. Вот, например, еще один качкор. Бурый качкор. Давайте отсюда зайдем. Давайте. Будем зайдем хорошенько еще будем в эту показать. пакет, да. Давайте проходите. На пастбище не пасутся, да? Да, на пастбище у нас нету пастбища, поэтому мы вот как-то стараемся вот тут вот дома. Поэтому я не стараюсь их держать жирными. Потому что это плохо будет для скотины. Вот. Вот, например, вот тут вот О, тоже. Да. это какой качкор? Это бурый качкор. Ему, он взрослый уже качкор. Это не бурый, а бурый вон-то она стоит. Вон-то. Да. Она, возможно, ну, как я вижу, вот она рыжая, да? Она рыжая, да. Он, возможно, немного темно-рыжий, либо Красный. очень светлый или ярко-шоколадный. Ярко-шоколадный, да. Ну, я его не считаю шоколадным или бурым. Вот чисто бурый. Вот этот бурый, да. Да, я Так не сказать, считаю да, его да, бурым. да. Возможно, он рыжий. Но рыжий вот такой свежий по-любому. Да, опять же, можно по-разному сказать рыжий, да? цвет? Просто обычно рыжий. Обычный, да. А вот это светло-рыжая. Это светло-рыжий, да. Угу. Вот эти переярки у нас все ушастые. У вас на него поставили, да? Да, Качкор вот будут мы работать. Сейчас, да, ему дали тоже. Ему дали переярок. Будем смотреть, наблюдать. Тут одного, О, три это, переярки. вот это. Какая ярка, что ли? Или переярка, да? Вот это? Вот это первая. Да. Вот это переярка, да. Это что, от вашего хозяйства или покупали? Нет, это у меня рожденная. Вот эти все переярки, вот эти все ушастые, это с моего хозяйства рожденные. Вот эта ярка мне больше понравилась, чем других. Потому что, смотрите, у него взгляд другая и очень как качкор выглядит она. Замечаете, да? Да. Вот И костяк тоже шире, чем другие. бурая есть, вон ушастая тоже. Да. Ярочка, да. А вы со светом особо не росли? Да, я, знаете, вот со светом особо... Мне просто, я не знаю, как сказать, красоту этой скотины хочу передать, хочу его разводить. Цвет, конечно, тоже хотелось бы, да, но больше я породу слежу, чтобы порода была, красота этой породы. Массивная. Массивный, да. Рослая. Рослая. Вообще черты этой породы, красота этой породы. Да. А цвет уже потом, так сказать. Да, ну, если костяк, ну, рост, другие все будет, тогда можно перейти на свет, да? Тогда можно на цвет, да. Все селекционеры так говорят, но старые селекционеры уже перейдут на свет. То есть рыночная система требует это. Ну, что буду сказать про этого качкора? Это как называется его кличка? Его кличка Директор. Директор. Сколько лет ему? Да, директора, ему 4 полных, ему в этом году будет 5 лет. Угу. В этом году или в следующем году? Нет, в этот год, 2022 год, ему будет 5 лет. Угу. Уже проверенный рабочий качкор. Проверенный, рабочий, уже переярки от него есть, дочки от него есть, качкарята есть. В этот год, правда, нету качкарят, уже нету. Вот, там от нарцисса только качкарята остались. Что замечаю от этого качкора? Я замечаю, ну, не очень сильно горбоносый, но широкая, да, голова у него. У него по-своему, у него своя красота. Да. И у него особенная часть, передняя часть у него очень большой, оказывается. Вот смотрите, вот, вот эта часть, вот он, корректура. Вот. У него осанка идет вот так сверху вниз по верху. Да. У него передняя часть большая, чем сзади. Да. У него особая красота вот здесь. Уже дающий качкор, или как считаете вы этого качкора? Да, мне он очень нравится. Качкор, я считаю, он очень хороший. Вот, дальше мы его запустили.
работаем, То есть, ждем потомства в этот год. возможно, со временем будете продать, оказывается, по-любому. Этого качкора Да. пока не загадываем, пока не будем говорить об этом. На данный момент мы его не продаем. А можно еще вопрос? Да. Возможно, мои подписчики по-любому будут вам звонить. Вы будете продать маточное поголовье или нет? Не, маточное поголовье, ярок, маточное поголовье мы не продаем. Строго. Да, Или как? пока. Просто на данный момент у нас есть качкарята в наличии. Можем, да, взять? Да, можем поговорить, можем. Обращайтесь, звоните. Будем То есть разговаривать. вы со количеством будете развиваться, да? Да. Количествами. Бұлар туғандар дағы количествомен санымен іштейді екен. Бұл ұрғачы қойлар бойынша негізі сатып тұрғандарым сатып біттім деді. Бірақ сатпаймын дейді қазір. Көбейтішу керек дейді. Бірақ еркектердің қолдансаңыздар болады. Мен ұсынышым. Бұл жақта экстерьер, параметр менен, чистота менен сөз жоқ туғандар. Қайсы өң жақса соны келіп алып кетіңіздер. Барлық өң бар екен, қара өңден башқа. У вас черные матки не были, да? У нас черной матки нет. Да. Черные не понравились так? Ну пока нет. Дальше посмотрим. Видно будет, поживем. Угу. Ага, Алексей. У вас хорошая, не очень большая, но компактное хозяйство есть. Компактное хозяйство, да. У вашем хозяйстве своя ценность есть. Я замечал. Вы чисто, то есть это ваше хобби было, насколько я чувствую. Вы правильно чувствуете. Да, у вас. Мне нравится заниматься этим делом. Приятно этим делом заниматься, нравится. Ну и по ходу совмещаем приятное с полезным. Возможно, моим подписчикам тоже понравится ваше хозяйство. Дай бог, пусть нравится, пусть тоже. Всем моим подписчикам были бы такие хозяйства, как минимум. Выйдем. Ну, ваших маленьких качкориков будем показать еще раз. Все, пойдем. Возможно. Пойдем. Беловский ялик бете чал келерестер. Қозы қачқарларынан қолданып алыңыздар. То есть, качкорики все ваши от этих маток, да? Да, конечно. Чисто от этих маток. Я не перекупаю, этими делами, я вот что у меня рождается, вот все в наличии есть. Это чисто ваше хозяйство. Это чисто все мое хозяйство. То есть, их особенность можете сами рассказать? Еще раз. Их особенности, они вот сейчас, они долгоиграющие, долгорастущие, так То сказать. есть, в этом осенью не стоит их на пробный поставить, да? Не, они очень молодые, зачем? Они пусть растут. Ну, если 5-6 месяцев, они возбуждают по-любому. Они возмужают, ну зачем? Всему свое время. Лучше на следующий год. Лучше, да, на следующий год они дадут о себе знать. Они покажут еще себя. Они передадут эту красоту, я думаю, на рекорд. Ярочки хорошие получаются. Получаются качкарята хорошие тоже. Ушки широкие. Курдюки маленькие. Мне нравятся. Курдюки небольшие, стоячие, с разрезом. Ого. Кости, костяк, особенно костяк. Костяк у них, они все на ножках высокие. А что вы всех так подпускаете, да, на ваше хозяйство? А да, мы вот... Там на прихожка и, то есть, Дисбарьер антисептик. называется, антисептик, да, Да, дисбарьер, вот. Ну вот так вот, я сам после улицы захожу, обувь переодел, ноги протер. Олар эме коюп коюп Стараюсь. дарбазадан кире беришке мындай кылып туруп жанакы Там антисептик опилки кылып с коет го. Опилка менен. Опилки с лекарством. А еще один вопрос. Ну, могут ли узнать мои подписчики цена вот этих качкориков? Возможно, не каждый может рассказать, но от минимала до максимума. Цена, знаете, как сказать, тут насчет каждого можно, короче, говорить, да. Короче, ну по минимальному, как, ну от 30 и выше. От 30 и выше, И да? выше, да. У каждого своя У цена. каждого своя цена, да.
Тут Вот- просто кто вот. двойня есть, кто вот разные параметры, и от этого зависит цена. Вы сами знаете, у каждого кочкорика своя ценность, от какой линии он какой будет, вы сами знаете, От да? какой мамы, да, какая дата рождения, все у меня на каждого тетрадка, все записано. Все, Когда все. матка рождает, когда котится, когда гуляет, я вот это дневник веду, дневник, записи веду. Слежу за этими делами. Уже молоко не пьют, оказывается. Нет, я вот буквально на той неделе я их отделил от мам. Они Бурун кожумада. качали, Туғандар. всё вот. Бөлініп. Сейчас вот отдельно питаются все. Ага, все. Все. 30 мыңнан баштап аткен туғандар. Бұл дағы бір кичи чарба, бирок компактный чарба екен өзүнө тыккан. Давайте будем показать вашу помещению. Давайте. Я замечал компактность и еще чистоту тоже очень сильно замечал. Вот здесь все чисто, оказывается. И здесь хранилище, да? Сюда. Да, там это. Вот кормушки тоже. Кормушки можно у нас открывные, чтобы вовнутрь не заходить. Можно вот тут все веничком почистить, подмести. Вот тут сено не дробленое ложим, чтобы пластики сена чуть-чуть положили. Сами сделали, да? Это мы сами все делаем, да. Для пищеварения скотине это лучше, я думаю, чем дробленное сено. Ну, во всяком случае, это мое мнение. Вот. Вот тут это не те у нас кормушки такие. Есть и старые кормушки, есть и новые. Ну, вон там старые кормушки, но здесь в основном Тут переходим. одинаковые. Вот такие вот, да, кормушки. Вот. Вот так вот. Очень удобно показывают. Эти себе кормушки недавно сделали. Где будет ваша земелка? То есть зимой где станут они? А зимой они тут у нас и живут, теплых сараев. Здесь, да? Да, мы там от сквозняка закрываем. Если сквозняк не будет, то Да, сквозняка не нет. можем. Под ногами сухо у нас, всегда сухо, сквозняка нету. И все. Родилка, вот там родилка. То есть переживать не стоит. Переживать не стоит, да, мы не переживаем. Там родилка, что ли? Да, там родилка, Давайте да. посмотрим. Что, дезинфекцию часто сделаете? Чё? Дезинфекцию? Да. Да, дезинфекцию мы делаем, весной, осенью дезинфекцию делаем. Я за этими делами слежу. Вот, Год-два раза, да? Да, год-два раза, буквально вот весной мы делали тоже дезинфекцию всей территории, все чистим, все скотину и помещение, территорию, всю дезинфекцию делаем. Это... Вот тут родилка у нас, вот тут отдельное кормление от маток. Вот такие вот дела. То есть Дела все там. все они ягнята здесь родились, да, Да, оказывается? все эти ягнята, все с этого хозяйства, все рожденные. Вот. Такие вот дела. Возможно, теперь у вас тоже своя линия будет. Нет, до этого Алейская далеко. линия будет. Это Или до что? этого далеко, просто мы сейчас вот, Вы сами тоже развиваетесь? да, развиваем. У вас тоже хорошие матки есть. Ну, немного, но очень ценные. То есть сапаттуу койлор бар экен туугандар. Аз болгону менен сапаттуу. Как думаете, сколько они стоят в данное время Ой, я не в знаю, сфере но Арашана? это- Я не думаю, сколько они стоят. Тут, В среднем больше 1000, да, ака. ну, тут у каждого своя ценность, я думаю. Я не знаю как. Для меня они бесценные. Ар кимдики өзүнө сүйкүнүү дейт. Возможно, вот таких маток, если не проверяя их ягнята потомки, Да. по экстерьеру вот таких маток около 1000-1500 стоит, возможно. Как я знаю, возможно, но да. для моих многих подписчиков такие матки дороже выглядят, но со глазами арашановодом смотрит, это как минимум $1000 матка. Возможно, я не буду ускорять, за цену тут говорить. То есть вы маточный поклове не покупаете, да? Нет, Или я не покупали покупаю. когда-либо? Нет, я когда-то покупал. Сейчас я брал, я по чуть-чуть брал. У меня территория немного тут, не позволяет много держать. И поэтому я стараюсь что-то поменьше держать, но качеством получше. Во всяком случае, я так думаю, для меня, на мой взгляд. Вот, и поэтому я там брал, я 3-4 матки брал
с Аюповского двора. Что, у вас режим какой? Их кормление весной, летом или зимой? Утро, вечер, все строго по времени. Утро, вечер, все. Да, утро, вечер, строго по времени. Когда они охотятся, там у маток кормящих. Ну, окоточный режим как будет у вас? Как? Окоточный режим. Окоточный режим, там трехразовое питание. Угу. Да, Комбикормом. комбикормом, да, комбикорм. Ячмень? Они сейчас кушают комбикорм, я просто сейчас их не закармливаю, чтобы жирные были. Мало даете. Да, я по чуть-чуть Для даю. поддержать иммунитет, да? А даю, все даю. И ячмень, и кукурузу даю, и овес даю, пшеницу даю. Ну, я в маленьких количествах даю, чтобы у меня нету цели, чтобы они были жирные. Всё. Если откормить качкоров жирные, тут вообще будут большие, я думаю. И еще беспредельными, да? Да, да. Поэтому кто видит, тот увидит в этой скотине, там, по костяку, по красоте. Я так думаю, мое мнение такое. У каждого свой вкус. У каждого свой вкус, да. Все тогда. Попрощаемся до осени. Мои подписчики тоже ценят ваше хозяйство. Сіздерге жактуу туугандар. Биз чыгарылыш жыйынтайбыз. Биз чарбалардан ушинтип көрсөтөлү. Бул айыл ичиндеги чакан чарба, үйдөн чыкпаган чарба туугандар. Үйдүн ичинде сиздер дагы ушинтип асыл тукум менен алектенсеңиздер болот. Анда саламатта калыңыздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө туугандар. Кийинирээк жайлоодон көрүшө баштайбыз.